В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на стройке в Якутске. Жителям Мирного продавали просроченные продукты. В дело вмешалась прокуратура. Новый автобусный парк. В Якутск прибыла первая партия современных автобусов ПАС, адаптированных под морозы. Под дворовой обход глава Нерюнгри вышел в люди, чтобы узнать на месте проблемы горожан. 700 грамм земляники с 1 квадратного метра. Якутские ученые вывели новый сорт популярной ягоды. Техническая комиссия расследует причины гибели рабочего на стройке по улице Петра Алексеева. Сегодня утром на строительной площадке получил смертельные травмы 26-летний рабочий. При подаче строительных материалов на 9-й этаж строящегося дома автомобильным краном была задета кладка балкона. При падении блоков с высоты был пробит временный козырек над крыльцом. В это время из здания выходил рабочий. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Проверку после гибели рабочего начали исследователи. Пострадавшие в серьезном ДТП на Вилюйском тракте находятся в крайне тяжелом состоянии. Женщина и девушка были доставлены в республиканскую больницу номер 2. Сейчас их оперируют, сообщили в Минздраве. Напомним, ДТП произошло сегодня на 13-м километре автодороги Вилюй. Столкнулись внедорожники и самосвал, груженный щебенью. По версии следствия, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали пассажиры внедорожника. Сам же водитель большегруза отделался легкими ушибами. Просроченные продукты питания сняты с прилавков магазинов города Мирный. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обороте пищевой продукции. Административный материал рассмотрен с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей. Просроченная продукция снята с реализации и утилизирована, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Установлено, что в нарушении федерального закона о качестве и безопасности пищевых продуктов и иных нормативных актов в одном из магазинов города Мирный находятся на реализации продукты питания с истекшим сроком годности, в том числе мясная продукция и субпродукты, готовая рыбная продукция, морепродукция, а также молочная продукция. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 1443 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение требований технических регламентов. Якутские жители дома по адресу Петра Алексеева подняли тревогу из-за трещины в стене здания. Но, как заверили специалисты, образовавшиеся трещины не относятся к фундаменту здания. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Трещина образовалась здесь буквально недавно. Ее заметили жители дома улицы Петра Алексеева 2/5. А вот жильцы этого дома и вовсе не знали, что здесь образовалась такая трещина. На встрече с надзорными органами представителей того и этого дома не было. А вот сама трещина относительно большая. Здесь даже можно просунуть руку. Хочу сказать, что никаких заявлений не поступало. Ни коллективных, либо ни от какого-нибудь собственника, который проживает в данном доме. Потому что управляющая компания всегда реагирует по поступающим заявлениям. Трещина жуткая, но только на вид. Реальной угрозы, заверяют надзорные органы, она не представляет. Треснул декоративный элемент. Данная трещина не влияет на несущие конструктивы здания и не влияет на безопасность. Облицовка здания в центре Якутска велась в 2012 году перед спортивными играми «Дети Азии». Сотрудники управляющей компании пытались улучшить неприглядный внешний вид фундамента дома. Дело в том, что здание у нас 68-го года постройки. Да? Изначально было ограждение. Но потом, когда у нас поднимались проблемы по сохранности, да, вечно мерзлых грунтов, так, и тогда было рекомендовано по всем многоквартирным домам убрать вот эти ограждения, чтобы обеспечить проветриваемость. К сожалению, по этому дому нет. Теперь перекрытие нужно убрать, чтобы обеспечить проветриваемость свай. Если также будет закрыт фасад, то есть проветренное подполье, то лет через 5-7 уже, возможно, пойдет подвижка самого
свайного фундамента и возможно разрушение конструктива здания. Представители управляющей компании не согласны. Соседняя стройка – причина трещины. Однако убрать перекрытие фундамента все же согласились. До конца лета свои откроет и трещина исчезнет. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в Якутске презентованы 18 новых маршрутных автобусов марки «ПАЗ». Это современные автомобили, оснащенные по индивидуальному заказу столичной мэрии, вместимостью 56 человек. Они почти вдвое больше старых ПАЗов, более привычных для якутян. Кроме того, новые автобусы оборудованы утепленными полами, кузовом и двигателем, что позволит в разы сэкономить на обслуживании техники в зимнее время. Подробнее в материале Сарглан Захаровой. Красные автобусы теперь не только в туманном Альбионе Европы, но и в самой северной столице. Оснащение современное, подходит для сурового климата Якутии. В индивидуальном заказе, который отправляли в Павловский автомобильный завод, учли недостатки нынешних, более привычных нам пазиков. В первую очередь утепление и экологичность. Его полностью докомплектовали всеми северными опциями. Это и дополнительные отопители, полностью его весь утеплили, бока, крышу, стеклопакеты поставили. Также двигатель тоже у нас утеплен, стоит специальный отопитель. Ну и самое главное, конечно, что он у нас на газомоторном топливе, который позволит нам все-таки, во-первых, экологически чистый, во-вторых, он у нас сегодня самый по цене доступный. Экономия доказана. 800 километров с Нерингры техника ехала своим ходом. Водители удивляются. Всего 18 литров на 100 километров. Это позволит быстрее отбить затраченные средства. Да и большая вместимость окупит приобретение. Если брать, сравнить непосредственно с 54-м пазиком, то данный автобус, он вмещается в 1,5 раза больше, а то и в 2. Соответственно, в часы пик у нас нагрузка на пассажиров на автобусы станет меньше, соответственно, в том плане, что он более стал вместительным. Красный цвет выбрали тоже неспроста. В густые туманы так их легче заметить. Люди уже оценили внешний вид маршруток. Очень хорошо посмотрела. Понравился автобус. Красивые, прелесть. И побольше, чем городские наши немножко. Здорово. Лучше, чем пазики нынешние, 3205, да? А что отметили больше всего? Ну, тут 2 накопительные площадки здесь и вот спереди. Что еще? Повысится комфорт на маршрутах? 3 раза повысится, я думаю. Уже совсем скоро эти новые красные автобусы выйдут, как говорится, на линию. По одному на каждый маршрут. Сейчас презентуют 18. В общем, их теперь в Якутске целых 20. А до конца года должны закупить еще 40 таких же автомобилей. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске в городском парке культуры и отдыха запущено новое колесо обозрения. Весь город ждал этого события, и сегодня в торжественной обстановке состоялось открытие аттракциона. В торжестве принял участие глава региона Айсен Николаев. Подробности в нашем следующем материале. Колесо обозрения, открытие которого все дети республики ждали с большим нетерпением, состоялось. 20 детей Центра помощи детям «Берегиня» прокатились на нем первыми. В аттракцион высотой 40 метров помещается одновременно 108 пассажиров. Имеется 18 кабинок, 12 из них закрытого типа. В них встроены кондиционеры и обогреватели. Которое здесь раньше работало, вот колесо обозрения, оно не отвечало тем требованиям, которые есть у жителей нашего города, растущего города, молодого города. И сегодня вот 40-метровое колесо обозрения появилось, а раньше оно было 27 метров. Основные инвесторы масштабного проекта – частные компании. Объем инвестиций составил 57 миллионов рублей. Оборудование произведено в городе Химки Московской области. Компания-изготовитель – лидер по выпуску парковой техники в России. Руководитель Якутии Айсен Николаев год назад, будучи мэром города, поддержал этот проект. В каком классе учишься? 5-й переходишь? А ты? Я в 6-й. Уже в 6-й. А в какой школе? 30-й. Как учитесь? Нормально учитесь? Новое колесо выше старого на 13 метров. Горожанам и гостям Якутска открываются потрясающие виды сверху. Айсен Николаев выразил надежду, что будущая команда, которая займется развитием столицы региона, продолжит модернизацию главного места отдыха якутян. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутск.
Уже в эти выходные Айсен Николаев посетит Ленск, а также поселки Витим и Пеледуй. Там руководитель региона осмотрит производственные площадки одного из крупнейших на востоке России Чендинского нефтегазоконденсатного месторождения. Посетит строящиеся в Ленске по программе переселения многоквартирные дома. Помимо этого, в торжественной обстановке в честь Дня семьи, любви и верности он вручит семейным парам Ленского района медали за любовь и верность. Кроме этого, Айсен Николаев проведет совещание по социально-экономическому развитию Ленского района. Сегодня казна муниципалитета составляет 3,5 миллиарда рублей. Ленский район является одним из немногих бездотационных муниципальных образований республики. В этом году доходы вырастут на 300 миллионов рублей. В основном за счет налоговых отчислений. Добавим, на территории Ленского района развернуты промышленные площадки крупнейших компаний России – «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть Восток». Они являются основными налогоплательщиками. Сегодня муниципалитет работает над программой по развитию лесопромышленного комплекса. Она предполагает реализацию продукции лесопереработки не только на территории России, но и в Японии, Корее и Казахстане. Еще одно из направлений развития Ленского района – это сельское хозяйство. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Чуть больше суток до матча. Прогноз на четвертьфинал между Россией и Хорватией. По дворовой обход. Глава Нерюнгри вышел в люди, чтобы узнать на месте проблемы горожан. 700 граммов земляники с 1 квадратного метра. Якутские ученые вывели новый сорт популярной ягоды. В эфире телеканал «Якутия-24». И мы продолжаем наш выпуск. Чуть больше суток осталось до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, где сыграют сборные России и Хорватии. Российские болельщики ждут от наших футболистов очередного чуда, коих за этот турнир мы уже увидели немало. И сейчас на прямой связи из Москвы находится наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, здравствуй. Какие прогнозы на предстоящий матч? Добрый вечер, Алексей. К сожалению, у букмекеров не очень удачные, конечно, для нас расклады, но мы-то верим, это букмекеры говорят, что хорваты все-таки выиграют у России. Вот. Но для этого есть, конечно же, основания. Хорваты прекрасно себя зарекомендовали на этом чемпионате мира. Они с первого места вышли из своей группы, отправили домой Аргентину и Месси и рвутся в 1/2, конечно же, финала этого мундиаля, к их мечте. Но мы не будем отчаиваться, потому что у России есть шансы. Они могут играть с хорватами. Об этом говорят все эксперты. Так что немножечко удачи, мастерства. Будем сжимать кулачки и надеяться на чудо. Я думаю, что наши ребята готовы еще на одно чудо, как ты и сказал, Алексей. Алексей? Спасибо, Максим. Мы продолжаем наш выпуск к другим событиям. В Якутске завершается плановый ремонт линии электропередач Борисовка. Сегодня специалисты компании «Якутскэнерго» совершили плановый объезд. Тему продолжит Кристина Якупова. Данные линии были введены в эксплуатацию еще в 1986 году, поэтому капитальный ремонт необходимо выполнить именно в этом году. Долгие годы жители Борисовки и Сергеляхского шоссе ждали ремонта. Изношенные столбы, оголенные провода, сильный ветер и линии электропередач обрывались. Энергетики заверяют, теперь об этом можно забыть. На этот год было запланировано замена около 80 опор. Уже на 95% капремонт закончен, поэтому в ближайшее время плановых отключений не будет. Осталось только в труднодоступных местах. Линии подстанции Хапин-Уряк снабжают электроэнергией не только жилые дома, но и различные социальные объекты Якутска. До конца этого года энергетики заменят 4 километра провода. Ремонтные работы мы проводим непрерывно в течение всего года. Это связано с выполнением нами инвестиционной программы и программы реконструкции внутренних распределительных сетей внутри города. Делается это для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения, в первую очередь потребителей, которые находятся в данном кусте. Часть линии проходит по болотистой местности, поэтому ремонт продолжат и зимой, когда появится лед. Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как все работы направлены на повышение надежности электроснабжения. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск.
Поговорить с главой города о наболевшем открыто и прямо. В Нерюнгри стартовали традиционные встречи Леонида Олейник с населением в жилых районах. На первой встрече по улице Амосова собралось немало людей. Парадоксально, но детская площадка мешает местным жителям. Почему так получилось, разбирался Игорь Акимов. Серия встреч началась со спортивной площадки у дома номер 4 по улице Амосова в квартале Н. Настоящим камнем преткновения стала спортивная площадка, установленная в квартале 2 года назад. Кому-то из жильцов категорически не нравятся футбольные баталии молодежи, поскольку они проходят шумно, а летающий мяч грозит выбить окна квартир или припаркованных поблизости машин. Что же касается самих ребят, то их восторг от площадки, наоборот, вызывает массу положительных эмоций. Потому что все хотят поиграть здесь, не сидеть же им дома. Ну, здесь хорошо играть в футбол, баскетбол. Можно, если повесить сетку, можно сыграть в волейбол, в бадминтон можно. Здесь, не страшно падать. У никакого двора такой площадки больше нету. Здесь хотя бы нормальная поляна есть, и они, как обычно, там грунт, камни, всякое такое. Леонид Олейник заверил, что при активном содействии жителей квартала компромисс будет найден. Еще один серьезный вопрос главе города коснулся благоустройства территории около среднеобразовательной школы номер 2. Учащиеся вынуждены пробираться по тропам, натоптанным за много лет, и преодолевать преграды в виде многочисленных корневищ деревьев. Леонид Олейник дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации и посмотреть, как можно решить проблему на ближайший год. Посмотрим, как спланировать временную дорожку, тротуар, подход в школе, чтобы дети там могли не по грязи идти. Ну и, соответственно, на будущий год мы вот эту общественную инициативу, общественную территорию по программе «Комфортная среда» будем включать в работу, и сквер должен появиться здесь. На эти и многие другие вопросы Леонид Олейник, а также присутствующие на встрече руководители отделов администрации и представители управляющих организаций дали исчерпывающие ответы. Июль и август месяцы будут посвящены именно таким встречам в нерюнгринских дворах. Каждый инициативный нерюнгринец может задать любой интересующий вопрос, резюмировал глава города. Игорь Акимов, Аксинья Луценко, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Как и когда получить разрешение на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов? Совсем скоро в республике начнется пора охоты на животных. И в этом году прием заявлений в Якутске осуществляется только по электронной записи на портале yakutia.ru с 27 июля. Разрешения начнут выдавать с 1 августа. На Курашова 30/1. В список лимитируемых животных вошли сахаты, косуля, дикие северные благородные олени, кабарга, снежный баран, медведь, соболь и рысь. Отметим, что на водоплавающую и боровую дичь разрешения выдаются с 20 июля. В разгаре сезона отпусков кто-то старается использовать его, чтобы отдохнуть и пройти обследование в клиниках крупных городов за пределами республики. Правда, позволить себе дорогостоящую поездку может не каждый. Да, это и не обязательно, говорят в медицинском центре «Алроса». Ведь в его ведении находится несколько санаториев-профилакториев. Подробности у наших коллег. Обязательно ли выезжать на материк, чтобы поправить свое здоровье и отдохнуть? Нет, говорят в медицинском центре «Алроса». Здесь любой желающий может приобрести путевку в одном из 4 санаториев-профилакториев. Причем для их посещения не нужно никуда ехать. Наши санатории работают круглогодично. В чем особенность наших санаториев-профилакториев? Не обязательно брать отпуск, можно проходить оздоровление без отрыва от производства, то есть после работы, в зависимости от смены. Жители Ленского района могут отдохнуть в санатории «Кедр», Удачнице, в Здравнице, Зорница. Жители Сунтарского района также могут улучшить свое здоровье в санатории профилактории акционерной компании «Алроса» в селе Кимпендяй. Ну а мирница получает качественные медицинские услуги в Горняке. Мне очень нравится. Прохожу все процедуры, мне назначены уколы, отличное питание, проживание. Первый раз здесь. Впечатление очень хорошее. Первое впечатление такое, как будто я на морских курортах отдыхал, только не хватает моря, а остальное все прекрасно. Все ванны, процедуры, доброжелательность. И самое главное, такое отношение, вот видно, что чистота, порядок идеальный. Это здорово. Прекрасный. Обслуживание хорошее, врачи все доброжелательные, все хорошо. В комнатах чисто, кормят вкусно. Работники «Алроса» и дочерних предприятий могут получить путевки в социальном отделе своего предприятия. Причем всего за 10% от их стоимости. Кроме самих работников, отдохнуть в санаториях-профилакториях могут и члены их семей. Также пенсионеры «Алмазной» компании. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».
Летом даром времени теряют и мирнинские школьники. В трудовом лагере старшеклассники зарабатывают на модную одежду и гаджеты. Наши корреспонденты провели с ними один рабочий день в городском парке, рассказывает Марианна Кутукова. Александр Стрельников в этом году окончил 9 класс. После сдачи экзаменов сразу устроился в трудовой лагерь. Для него это первый опыт. Этим летом он намерен накопить на новый телефон. Работа в парке несложная. Уборка мусора, листьев и сухостоя. У нас норма за день, за 4 часа 50 мешков. Мы делаем эту норму. И как мы выполним нашу работу, нас освобождают. Работа не очень сложная, поэтому мне нравится. А сколько по зарплате обещают? Когда я приходил в ЖЭУ, где я устраивался на работу, мне говорили, что зарплата будет около 15 тысяч. Для первой работы я считаю, что сумма сумма хорошая. И мне кажется, это хотя бы какие-то деньги, лучше, чем ничего. Убираются ребята под музыку или разговоры обо всем. Здесь с ними работает бригадир. Он отмечает явку детей и объем выполненной работы. Коллектив хороший, дружба между детворой есть. Потому что большинство с одной школы и с другой школы друг друга поддерживают, взаимовыручка всегда есть, хорошее настроение. По крайней мере, месяц кончается трудовой у нас. Мы работаем с 13 июня по 13 июля. Никаких конфликтов не было. Бригада старшеклассников этим летом работает только в парке. Здесь, уверены работодатели, в первую очередь безопасно, подальше от дорог и строящихся объектов. А в самой идее трудового лагеря ничего нового нет. Разве что это дело сегодня исключительно добровольное. В первую очередь направлено на то, чтобы придать такое воспитание, отношение к труду и отношение к порядку. Достаточно хорошо они работают. У них есть норма в день, они ее исполняют, то есть есть у них трудовая дисциплина здесь. И при этом они еще получают деньги. В общем-то, все аспекты здесь учтены, я думаю, всем от этого хорошо. Первый сезон в трудовом лагере завершится в середине июля. Многие ребята намерены работать и дальше, ведь все они заранее знают, что купят на заработанные деньги. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. В Покровском питомнике Якутского научно-исследовательского института созрела земляника. Этот новый сорт под названием «Александра» вывели путем селекции двух других сортов – «Александрия» и «Восточная». В настоящее время сорт передан с Госкомиссии по России по испытанию и охране селекционных достижений. Уникальность его заключается в морозостойкости, высокой урожайности и невероятному отменному вкусу. С 1 квадратного метра собирают 700 граммов земляники. Стоит отметить, якутские ученые занимаются селекцией с 1996 года. Сейчас они сажают 6 мелко- и крупноплодных сортов. По словам научных сотрудников, за летний сезон собирают более 100 килограммов. Очень высокая зимостойкость, неприхотливость и раннее созревание все-таки достаточно. Для него еще важно то, что транспортабельность у него высокая. В условиях холодильника можно хранить до 4 дней, 4, 5, 6 дней. Кроме того, срок плодоношения достаточно длительный, до 1,5 месяцев, до середины августа, начиная в первой декаде июля и до 15 августа вполне. 500 выпускников Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова получили красные дипломы. Из них 153 такая честь выпала сегодня. В культурном центре прошла торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам 2018 года. С отличниками встретилась наш корреспондент Ниргуяна Егорова. Главный университет Якутии в этом году выпускает 2700 специалистов. 500 из них – обладатели красных дипломов. В списке лучших – будущий психиатр Алексей Полиниченко. Молодой человек, постоянный участник научных конференций. У нас государственный экзамен и первичная аккредитация специалистов, без которой мы не имеем права не поступать в ординатуру и не работать звеном в поликлинике. Студенческая жизнь, да, прекрасная пора. Она мне очень понравилась. Очень радостный день. Я думаю, что это такое маленькое вознаграждение за все эти 4 года, за те 4 года, что мы старались.
учились, проявляли себя. Многопрофильное направление университета – это прежде всего высокий статус и качество обучения, уверена ректора вуза Евгения Михайлова. Во время церемонии награждения она отметила наиболее отличившихся студентов. Мы по традиции, конечно, собираем в зале не только выпускников. Их сегодня в зале 153 человека. Это и бакалавры, и магистры. С ними обязательно сегодня будут их преподаватели, руководители подразделений. И, конечно же, мы приглашаем родителей, родственников и друзей. Волнительные экзамены и защита дипломной позади. С сегодняшнего дня начинается взрослая жизнь, где каждый найдет себе место. А красный диплом – залог успешного трудоустройства. Также отличницей стала и наша молодая коллега Анастасия Кобзева. Было не стрессово, потому что всех хорошо преподавателей знаешь, со всеми очень хорошо дружишь, одногруппники тебя всегда поддерживают, и поэтому было очень легко учиться, в радость главное. И вот этот диплом – это, получается, двухлетний мой труд. Помимо красного диплома, выпускники получили серебряные знаки с аббревиатурой СВФУ, что означает «Слава и величие Федерального университета». Нургуяна Егорова, Джулсен Акентьев, Якутск. Сегодня ночью в Якутск прибудет большая делегация детей из Сингапура для участия в международных интеллектуальных играх, которые стартуют в Якутске 8 июля и пройдут до 15 числа. Торжественная церемония открытия состоится в понедельник. Я напомню, что интеллектуальные игры, для участия в интеллектуальных играх в столицу республики Саха-Якутия прибудет порядка 900 участников из 20 стран мира. В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности в Национальном центре медицины города Якутска состоялась торжественная выписка мам и новорожденных малышей, рассказывает Марфирина Алексеева. Всероссийский день семьи. Цветы и поздравления для каждой. 15 мам сегодня выписываются из больницы. Вместе с подарками свидетельство о рождении. Торжество в честь предстоящего дня семьи, любви и верности. В зале на первых рядах новоявленные отцы. Это первый ребенок. Мы очень счастливы. Нам очень повезло, что мою супругу и нашего сына выписывают именно в этот день, в день семьи. Было очень много подарков. И было вообще на самом деле очень приятно получить такие подарки от нашего государства и в частности республики нашей. 9 мальчиков и 6 девочек отправились сегодня домой. Торжественные выписки в перинатальном центре Якутска проходят с этого года. Таков итог соглашения между ЗАГСом, Движением Матери России и Республиканской больницей номер 1. Наше трехстороннее соглашение приурочено к важным событиям в течение года. Значит, это Международный день семьи, который отмечается 15 мая. Значит, Международный день семьи, любви и верности 8 июля и посвященные ко Дню матери. Это в октябре и в ноябре. 4 раза в год у нас будут проводиться торжественные выписки новорожденных. Родители рады подаркам, но признаются, главная награда – это появившийся на свет ребенок. В зале множество первенцев. Добавим, что за 6 месяцев этого года в перинатальном центре зарегистрировали рождение 5500 детей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!